До осенней призывной кампании остается меньше 2 недель. Согласно указу президента страны, осенью в армию направят порядка 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысяч меньше прошлогоднего призыва. Большинство срочников служить будут в сухопутных войсках. В соответствии с указом президента официально перенесен с 1 ноября, то есть по 31 декабря. На данный момент проходит подготовительная часть, то есть мероприятие касаемо призыва осень-22, это оповещение граждан. Оповещение проходит также в должном объеме. Данный призыв, конечно, отличается от предыдущих. В военкомате Сунчинского района все готово к приему срочников. Окулист, психиатр, терапевт и хирург. Призывная комиссия уже начала свою работу. Комиссия по медосвидетельствованию тоже на месте. Так скажем, не так уж давно. Условия, которые мы имеем возможность создать, мы от себя создали. Так что я думаю, условия для того, чтобы провести призыв, у нас, так скажем, соответствуют на данном этапе. На срочную военную службу осенью будут призваны граждане от 18 до 27 лет. Повестки работники военных комиссариатов вручают лично в руки и под роспись. Их могут выдать как по месту жительства, так и по месту работы. За неявку привлекут к административной ответственности. В военкомате доводят к сведению уклонистов и вступившие изменения. Дополнения вступили в силу. Дополнения были в сентябре данного года. Статье 328 об уклонистах, то есть сроком до 10 лет. Я думаю, к данным вопросам мы приходить не будем, так как граждане относятся к данному вопросу вполне адекватно. Навыки вождения военным транспортом станут преимуществом для будущих защитников Родины. Подготовкой водителей для армии занимается ДСАФ России. До отправки на службу солдаты-срочники проходят специальные бесплатные курсы. Также у нас проходит набор водителей на категорию С, то есть желающие также могут у нас обратиться, записаться и пройти обучение в автошколе. Набор от нашего района в автошколу мы можем набрать 10 человек. То есть желающие также могут обратиться и записаться. Завершится осенняя призывная кампания по традиции аккурат к Новому году, 31 декабря. Тамара Хшагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.